Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии создан Координационный совет общественных организаций и партий по противодействию продвижению законопроекта об апартаментах. 100 лет в судьбе абхазского народа. Вышло в свет трехтомное издание архивных материалов, связанных с упразднением абхазского владетельного княжества. Поддержка молодежи и бизнеса. 39 человек повысили квалификацию и трудоустроились в рамках проекта, реализованного Датским советом по беженцам. В ходе очередного заседания сессии парламента принято постановление о проекте закона о внесении изменений в закон Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2023 год и об определении суммы средств на содержание контрольной палаты на 2024 год. На содержание контрольной палаты на 2024 год выделяется 41 миллион 858 тысяч 491 рубль. Кроме того, 60 миллионов рублей, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год на приобретение счетчиков, направят на оплату стоимости поставки электроэнергии в Абхазию. Также до конца года правительство планирует повысить зарплаты отдельным категориям бюджетников. Об этом заявил на заседании сессии вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. По его словам, деньги на эти цели предусмотрены. Также пройдет перерасчет с января по октябрь работникам бюджетной сферы. Принятие закона позволит обеспечивать социальные расходы сразу и в полном объеме. У нас по 2023 году появились, как вы знаете, обязательства в связи с оказанием и адресной финансовой помощи нашим гражданам и лицам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, дополнительное обращение наших граждан, организаций, районов по финансированию отдельных объектов социально-культурной сферы, административных объектов на территории практически всех наших районов и в городе Сухум. Поэтому, если законопроект поддержите и станет законом, я сразу о чем хочу сказать. Первым платежом будут именно, разумеется, вот эти вот социальные расходы. На сегодняшний день 84 человека, по ним приняты решения об оказании адресной помощи, 7,6 миллионов рублей. Ровно точно так же, как и вас, так и нас всех тревожат эти люди, зная, что решениями комиссии приняты объемы об оказании помощи. Поэтому очень прошу, поддержите, это даст импульс для того, чтобы мы обеспечивали социальные расходы. Левент Атрышба избран председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции. В городе Стамбул прошли выборы нового председателя Федерации абхазских культурных центров, сообщает Госкомитет по репатриации. Нового председателя Федерации абхазских культурных центров Левента Атрышба поздравил президент Абхазии Аслан Бжани, а также руководство и коллектив Государственного комитета по репатриации. Координационный совет общественных организаций и партий по противодействию продвижению законопроекта об апартаментах создан в Абхазии. В него вошли партии «Форум народного единства», АПСНы, общественная организация «АРО», «Наша столица» и АНД. Это координационный орган, и, по словам его членов, они сделают все, чтобы законопроект о регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей не был принят. Кроме того, участники Союза предлагают провластным организациям действовать сообща и по другим вопросам. Подробности в репортаже Марианны Котовой. 2 ноября члены различных общественных организаций, партий, отдельные общественные деятели собрались с тем, чтобы обсудить основные вопросы, волнующие сегодня общество. Основной угрозой был назван законопроект об апартаментах. Даже те организации, которые на политической арене оппонируют, объединились. Настолько животрепещущие и требующие консолидации они считают эту проблему. Мы решили проводить работу спланированно, согласованно и так далее. Как вы знаете, наряду с этим событием мы все наблюдали происходящее в Самшитовой роще. Там были сделаны ряд заявлений политическими организациями. У нас, в свою очередь, вот после обсуждения возникли новые инициативы, наши инициативы, которые сейчас вот Алхаз Владимирович озвучит. Вот пресс-конференцию мы решили собрать для того, чтобы, во-первых, сообщить о том, что 2 числа произошло, о тех решениях, которые были приняты, и чтобы проинформировать общественность о тех
идеях и таких инициативах, которые у нас есть. Собравшиеся также затронули проблему санатория Самшитовой рощи. По словам Алхаса Джинджал, ситуация вокруг него еще раз показала, как в Абхазии диалог. Он призвал нарушить традицию обмена обращениями и все же сесть за стол и выработать совместный план действий по актуальным вопросам. Джинджал предлагает партиям Цахара и Союзу политических сил создать общественную комиссию, совместно поработать над списком объектов предпринимательства, нуждающихся в ревизии и общественном контроле, и проводить ее работу с широким освещением в СМИ. Мы обращаемся с этим предложением к Народному собранию, к Общественной палате с просьбой подключиться к подобного рода процессу. И чтобы быть более конкретным, мы просим прокомментировать наше предложение. Поддерживают они его, не поддерживают они его, высказать свое мнение. И в случае позитивного решения мы хотели бы видеть их в качестве и посредников, и пособников этой комиссии. По словам Ишсоу Какалия, члена общественной организации Аидгалара и Комитета по защите суверенитета Абхазии, создание подобной комиссии необходимо, потому что в стране накопилось слишком много неразрешенных проблем и вопросов. Сообща, политики смогут сдвинуть дела с мертвой точки, считает он. Мы помним прекрасно, как парламент наш вынес постановление по МВО, ПВО. Оно осталось неисполненным, хотя, казалось, парламент высший законодательный орган страны. У нас идет судебная тяжба между Генеральной прокуратурой и блоком АНД. Как вы знаете, суд вынес беспрецедентное решение, которым судебным решением действия прокуратуры оказались недостаточными, были признаны недостаточными. Ну и ряд других вопросов. Вот для разрешения всех этих вопросов мы решили, что будет полезнее не заявлениями обмениваться, а сесть за один стол, создать список вопросов и по ним поработать. Координационный совет будет ждать ответа от своих оппонентов до пятницы. И если ответа не последует, то члены объединения продолжат свою работу без их участия. Она заключается прежде всего в том, чтобы не допустить принятия законов и подписания соглашений, которые противоречат духу Конституции Абхазии или идут во вред народу. Как говорит Алхас Джинджал, как бы ни критиковали оппозицию или общественных активистов, именно благодаря их активному протесту до сих пор не решен вопрос с Пицунской госдачей, не проданы перепадные ГЭС и не принят закон об апартаментах. Благодаря действиям разрозненной, слабой, как только не называли оппозицию, не хотел это слово повторять, не оппозицию, а общественности, населения Абхазии, не было не допущена реализация ущербного соглашения по Пицунской госдаче. Не было допущено, это уже сколько лет эта война идет, приватизация вот этой хищнической энергосистемы республики. Не было допущено еще много, да тот же закон об апартаментах, благодаря активной позиции граждан республики. В данном случае 1000 раз буду повторять именно граждан республики вне зависимости от их политических пристрастий. Как говорит глава ветеранской организации АРУ Тимур Гулия, новое объединение создано для более эффективного противодействия власти в тех вопросах, с решениями по которым они не согласны и считают вредными для Абхазии. Тут речи нет о каком-то союзе общественных и политических движений, организаций. Тут речь идет об одном – о противодействии закона об апартаментах и переселению, массового переселения иностранных граждан на территорию суверенной Абхазии. В данном органе сосредоточены представители различных политических, общественных организаций, которые будут заниматься координацией всех наших действий в случае, если власти предпримут очередной неадекватный шаг по принятию данного антинародного законопроекта. Эркан Кутарба, общественный активист, и не является членом какой-либо организации. Он уверен, что все вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня, лишены национального компонента. В них не предусмотрена национальная безопасность и нет никакой пользы для абхазского этноса. Именно поэтому он сегодня с Координационным советом по противодействию продвижения закона об апартаментах. Энергетика, шнескя изылшуа хапшап, и халым шозер экономика, шнескя сельское хозяйство, а дуния зназара хаму бубарциги, хамалзиги, тени, хархот, харгуяны гозер, уюза предложение хазто и хижейту. Уязы и те сейчас хрестахуб,
حبيبش حبتزوم أريوزة تشلا يانقلتو يخرج دحتو دا محو حزارج يحسب بلزم يقلوزر حاجلر انترеско حاجلر رجوانجرا الله رخني حزبلاب. Сегодняшнее предложение не первое от оппозиции к провластным партиям и общественным организациям. Члены Координационного совета готовы к тому, что власть снова не пойдет на сотрудничество, но намерены продолжать свою деятельность, несмотря ни на что. Марианна Котова, Абаза ТВ. Расширенную версию репортажа заседания смотрите после выпуска новостей. Накануне в селе Лыхны на исторической поляне Лыхнашта прошел праздник урожая, в котором приняли участие все села Гудаутского района и город Новый Афон. Вице-президент Бадра Гунба посетил праздник урожая. Он поздравил собравшихся и от имени президента Республики Абхазия Аслана Бжани, зачитав поздравительный адрес. В праздничном мероприятии приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Абисалом Парча, члены правительства, парламентарии. В ярко украшенных павильонах сел района были представлены традиционные абхазские блюда, молодое вино, чача, овощи и фрукты. В этом году в празднике урожая впервые участвовали абазины из Карачаева-Черкесии. Их павильон особенно привлекал внимание посетителей, которые с удовольствием пробовали абазинские национальные угощения, интересовались культурой и обычаями братского народа. Культурная программа включала в себя концерт, в котором участвовали танцевальные и вокальные коллективы, звезды абхазской эстрады. Также в течение дня наездники состязались в верховой езде, а участники народных игр соревновались в стрельбе из лука. В вечернем эфире Абаза ТВ смотрите материалы наших коллег с Гудаутского телевидения о том, как прошел праздник в Лыхны. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителей села Дранда Гулрыбского района. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Наркотическое вещество марихуана в крупном размере изъято у жителя села Дранда Гулрыбского района. В результате реализации оперативной информации сотрудниками УР ОВД по Гулрыбскому району совместно с сотрудниками Управления исполнения наказания МВД в поселке Гулрыбш остановлена автомашина ВАЗ-2107 под управлением Баяктараглы Турсуна Джемаловича, 1958 года рождения. В ходе обследования вышеуказанного автотранспортного средства на переднем пассажирском сидении было обнаружено изъято порядка 4,5 грамм наркотического вещества марихуана, что установлено в результате исследований экспертами экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики, проводит следственная группа Гулрыбского РОВД. Турсун Баяктараглы задержан и водворен в изолятор временного содержания. Дурипский исход 1931 года. Вторая мировая война. Списки призывников из Абхазской ССР 1939 по 1945 годы. Долина, где нет советской власти. Владетели Абхазии и махажирство 1867 года. Сборники всех этих материалов изданы при содействии Совета Европы при участии абхазских и грузинских представителей. Подробности в репортаже Леонора Гилаян. С 2015 года происходит обработка и публикация архивных документов, которые позволяют получить материалы, утраченные вследствие их уничтожения во время грузино-абхазской войны. Историк-составитель сборника Аста Муртания отмечает, что в ходе работы был получен и осмыслен большой материал, создающий базу для дальнейшей исследовательской деятельности. Есть тут материалы, посвященные деятельности церковных диссидентов. Абхазия была местом, куда массово стекались представители разных ветвей расколовшейся тогда Российской Православной Церкви, порой конкурирующие друг с другом, находящиеся друг с другом в очень сложных отношениях. Из этих документов вы тоже сможете сделать выводы, потому что насколько это был сложный процесс и для общества, и для самих верующих. Вот. Здесь представлен будет список жителей тогдашней Абхазской ССР, которые были призваны
в период Второй мировой войны с 1939 по 1945 год, списки погибших, раненых, попавших в плен. То есть, возможно, это первый сборник, где мы имеем полную картину относительно этого вопроса. Вот. И что еще хочется отметить? Дулипский сход 1931 года. Он связан, материалы тоже связаны с событиями периода колхозного строительства в Абхазии, массовых выступлений абхазского народа. В тот период, благодаря такой оперативному вмешательству и отношению руководства Абхазии удалось избежать того, что в отношении собравшихся, это особо хочется подчеркнуть роль Нестора Аполлоновича Лакоба, который не допустил фактически массового применения силы против протестантов, которых собралось более 4000 человек. Представленные книги основаны на архивных материалах об Абхазии советского и досоветского периодов. В них рассмотрены болезненные для абхазцев, кавказцев, да и всего мира исторические периоды, считает представитель Совета Европы Анна Капелла. Именно по этой причине важно обеспечить семьям, населению Абхазии в целом доступом к информации, содержащихся в документах того времени о фактах, которые не так широко известны. Конечно, мы все знаем или можем найти информацию о конфликте с 1939 по 1945 года. Восстанием против коллективизации, обращения с монахами Советского Союза и мухожерства. Однако информация в книге относится к конкретным личностям. Она детализирована и датирована, что позволяет читателю следить за их развитием. Надеюсь, что это позволит некоторым из вас обнаружить фрагменты своей семейной истории и в целом своего прошлого. Знание прошлого является фундаментальным элементом для строительства будущего. 100 лет, 1 век – небольшой период в исторической науке, но в судьбе народа, в данном случае абхазского, вторая половина XIX века и первая половина XX особо значимы. Количество событий, трагедий, реформ – эти 100 лет отразились на каждой семье. Об этом в своем выступлении говорил доктор исторических наук профессор Георгий Анчабадзе. Первый массив документов – это владетель Абхазии Махаджирства 1967 года, 1867 года. Это Абхазия еще феодальная страна, феодальная Абхазия. Второй массив источников – долина, где нет советской власти. Это уже Абхазия советского периода. То есть прошли мы период феодального периода и периода, когда Абхазия вошла в состав Российской империи, и потом, когда была установлена советская власть. И затем Дулипский сход 1931 года и большой террор 1937-1938 годов, и Вторая мировая война – это уже советский период. То есть 3 огромных важных периода истории и таких судьбоносных, которые во многом определили наше сегодняшнее бытие. Это вот в этот столетний период, значит, архивных материалов они отражены. Как я вам сказал, да, как было отмечено. Для Совета Европы это важный и ценный проект, отметила представитель Альбина Овчаренко. Архивные документы в руках экспертов могут стать основой для новых исследований. Но важно не только изучение учеными, но и распространение среди всего населения Абхазии. Но также для нас очень важно, чтобы эти публикации они ушли в широкую публику и жили своей жизнью. И чтобы широкая публика, члены семей
люди, которые интересуются историей Абхазии, люди, которые интересуются историей региона в целом, также обращались к этим публикациям преподаватели и другие специалисты. И чтобы могли узнать не только общую историю, но чтобы могли также подумать о том, что даже если это не члены их семей, что за каждой строчкой в публикации преследования православной церкви, в Большом терроре, Великой Отечественной войны, пропавших без вести, погибших, семьи, которые переселились в Османскую империю, что за каждой строчкой, за каждым именем стоит человек. Это большой вклад в источниковедение и историографию, считает историк Станислав Лакоба. Очень многие помнят, например, о Дурикском сходе, говорили как бы тайком всегда об этом. Документы, вот Эмил Арвилот Верасович всегда говорил, что я там просматривал, делал какие-то выписки, я помню, в Тбилиси он говорил, в Эмеле, Институт марксизма-ленинизма, вот, и показывал некоторые там записи, но в то же время говорил, что это невозможно опубликовать в наше время. А часть материалов была здесь, часть документов. И, конечно, очень хорошо то, что они увидели свет, эти материалы и документы, хотя мнения могут быть разные, конечно, но это история, никуда не денешься. И хотел сказать о том, что там прекрасные есть предисловия, вот, Гия Анчабадзе, очень хорошие статьи, обобщающего характера. Астамура Тани, конечно, это надо отметить. Наука в советские годы была достаточно идеологизирована, отмечает Арда Иналыпа, а это значит, что многие архивные материалы просто не имели шанса быть широко озвученными. Презентуемые издания позволяют придать этому периоду в истории Абхазии объективную объемность. И это значимое событие для науки как отечественной, так и соседних государств. Подобная работа не могла бы быть вне диалога между учеными Абхазии и сотрудниками архивов Грузии. И, в общем-то, это диалог, который очень много, так сказать, вызывает нареканий и в грузинском обществе, и в абхазском обществе. И мы понимаем, что это было очень сложно и непросто. Но я хотела бы сегодня подчеркнуть, что когда мы являемся свидетелями таких трагических событий, как недавние события в Карабахе, как современные события в зоне израильско-палестинского конфликта, мы видим, как везде происходит эта дегуманизация, да, расчеловечивание, можно сказать. И мне кажется, в данном случае мы все-таки работаем на какую-то цивилизованную работу с конфликтом. И мне кажется, в данном случае у нас есть возможность продолжать, и не преуменьшая важность этого для всего мира. Вот сейчас мир раздираем конфликтами. И если нам удастся, несмотря на наши противоречия между нашими странами, Абхазией и Грузией, если мы сможем вот в таком диалоге восполнять в том числе и информационную справедливость, мне кажется, это имело бы колоссальное значение. С приветственными словами, поддержав работу по восстановлению и изданию архивных материалов, выступили историк Сослан Салакая и настоятель Новоафонского монастыря Давид Сарсания. Могу только поприветствовать выпуск этих изданий. Кстати говоря, как ни странно, мне и Аслану Абизба пришлось писать в органы безопасности, что никакого ущерба безопасности Абхазии издание этих книг не приносит. Да? К сожалению, и такое тоже иногда наши слишком бдят. Но вообще это хорошо. Да, действительно, вот как отметили неоднократно, после гибели наших архивов мы восполняем как можем, и помощь тоже, да, в первую очередь Тбилисского архива, конечно, была большая. Я рад, что вот эти документы, другие документы, вот Гия Наргиз несколько томов подготовил и так далее. Это все восполняет, да, наши знания, наши эти. И я думаю, что такая работа, наверное,
действительно приносит большую пользу и все меньше белых пятен, да, в истории. Зураб Анчабадзе тоже проживает в Новом Афоне, рядом с монастырем. Он художник. Он потомок аджандарского князя Нахарбия Анчабадзе Ачба. И часто разговаривая с ним вот, об его прошлом и так далее, он не мог сказать, в каком году, но в какой именно день и за что был убит его дедушка Нахарбий. И вот благодаря тому, что была издана эта книга о большом терроре, она у меня была скачана, значит, в электронном виде, я внимательно просматривал ее, изучая, и, наконец, я нашел вот историю Анчабадзе Нахарбия, год и день, месяц его расстрела. И вот поскольку наш Зураб, он прямо непосредственно при монастыре пишет картины, я подошел к нему как-то вот в тот день, когда я эту информацию обнаружил, и сказал: Зураб, у меня есть что-то для вас вот сообщить. И потом я сказал: вы знаете, вот издана книга, в которой указан документ, где написана дата, число, смерть, год смерти вашего деда, убийства вашего деда, расстрела. И когда он на меня смотрел, у него лицо изменилось и стало скорбным, потому что вот то, что такой большой период они не знали об этих событиях, его семья, вот в этот момент наконец-то как бы точка была поставлена. Вот доказательство того, что Нахарбия Анчабадзе Ачба, значит, расстреляли в такой-то день. В настоящее время работа над архивами продолжается. Готовится ряд новых изданий документов по вопросам истории Абхазии. Элеонора Гилая, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Акция «Сахар в норме» будет проводиться в Абхазии с 14 по 15 ноября. 14 ноября акция будет проходить с 9:00 в Скворчалской и Галской ЦРБ. В Сухуми – поликлиническое отделение республиканской больницы, Пицунде – курортная поликлиника и Гагре – торговый центр Гагра и ЦРБ. 15 ноября с 9:00 уровень сахара в крови можно будет измерить в Сухуми, парк напротив столичной администрации, и в парке в Новом районе, Гудауте – центральный рынок, Ачимчире напротив администрации города и поселке Цандрыпш поликлиника. Акция проводится общественной организацией «Диабетическое общество Абхазии» в партнерстве с Министерством здравоохранения при финансовой поддержке Фонда социально-культурных инициатив. 39 человек повысили квалификацию и трудоустроились в рамках проекта, реализованного Датским советом по беженцам. В проекте приняли участие 25 абхазских предприятий, среди которых цех по изготовлению полуфабрикатов и столярный цех, салон маникюра и парикмахерская, мастерская по керамике, студия графического дизайна и другие. Итоги проекта, а также планы на будущее обсудили в рамках встречи с партнерами и участниками. Подробнее Надежда Боровикова. Датский совет по беженцам реализовал проект укрепления потенциала молодежи и женщин посредством повышения профессиональных навыков. Цель проекта – поддержка, с одной стороны, молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые нигде не учатся и не работают, с другой – малых и средних предприятий. Нара Чолокуа и Лолита Еник – графические дизайнеры, которые благодаря проекту получили работу в компании Диграфик. После АГУ очень сложно было найти работу, потому что нигде без опыта не берут. Куда ни придете, вам говорят, опыт не меньше года, а без опыта не берут. И то есть как-то в голове не складывалось, куда идти. И первые несколько лет после окончания пришлось работать не по профессии. И вот, как сказали, я раздавала везде, оставляла свое резюме в надежде, что где-то, может быть, когда-нибудь меня примут. И какое-то определенное время назад мне позвонили, сказали, что приходи, постажируйся, есть такая возможность. Предоставляет датский совет такую возможность, если пройдешь практику и устроит нас все, и тебя, ты можешь остаться. И я хочу сказать огромное спасибо, что была такая возможность. Я уже работаю там, меня приняли официально, и я очень довольна своей работой. И огромное спасибо и вам, и
Стелле, что она меня приняла в свой коллектив. Астамур Лейба стал сварщиком волоконно-оптических линий связи после стажировки у интернет-провайдера ОСС. Дмитрий Квициния нашел себе занятие по душе в арт-студии «Артель». Под руководством Даура Гумба стажеры обучались древнему искусству узелкового ковроткачества. Всегда у нас проблема кадры. То есть кого учить, кто будет учиться. У нас не хотят учиться. Чтобы им скрывать, скажем прямо. Ну, у меня были вот ребята, вот один, кстати, вот сотрудник сидит вот рядом со мной. Если вы еще планируете, вот в принципе, как совет, если вы примете его, я бы больше, конечно, упор сделал на людей с ограниченными. Ребята, многие сидят, могут делать, и, знаете, они более ответственные в каких-то вещах, чем мы. А так, программа очень хорошая и помогла, и вот ребята научились новому. Я надеюсь, что они, может, не сегодня, не завтра, но через год, через два все-таки дома у себя сами поставят и сами будут работать. Совместно с Ассоциацией развития сельских районов Абхазии Датский совет по беженцам также организовал 5-дневный онлайн-курс по жизненным навыкам, социальному и финансовому образованию, трудоустройству и предпринимательству для молодежи. В рамках данного проекта была заложена идея привлечения Aflatun International для проведения тренингов для тренеров с местными общественными организациями, которые работают именно с молодежью. Могу пояснить, что Aflatun International – это международная организация неправительственная, которая базируется в Нидерландах, и она известна тем, что эксперты этой организации разрабатывают образовательные программы по социальному развитию и финансовой грамотности для определенной аудитории. И эта аудитория – молодежь в возрасте от 6 до 18 и выше. В качестве участников тренинга были выбраны 7 НПО, имеющих опыт работы с молодежью. Основная цель тренингов заключалась в том, чтобы предоставить представителям этих НПО необходимые знания посредством учебных программ «Афла-Юз». Джульетта Айба принимала участие в тренингах как сотрудница организации «Амра-2014». У меня поступил сын в этом году, и я помню, что перед поступлением мы судорожно думали, куда. И вот я тогда для себя отметила, вот был бы какой-то курс, я даже не знала, как его назвать, какой-то курс, какое-то обучение, чтобы направить молодежь, которая не знает, куда поступать. Потому что в большинстве своем, в 16-17 лет, дети не знают, что они хотят, и спрашивают своих родителей. И мы тоже, честно говоря, не знаем, куда, потому что мир изменился с тех пор, как мы поступали, и много профессий, которых я не знаю. А вот этот вот тренинг, у него такой педагогический подход, ориентированный на ученика, и он позволяет выявить навыки, способности, таланты человека, о которых он даже не подозревает зачастую. Организаторы, координаторы проекта, представители МИДа Абхазии, партнерских общественных и международных организаций, а также участники проекта, включая стажеров и предпринимателей, приняли участие в итоговой встрече, посвященной завершению двухгодичного проекта. Делились впечатлениями, обсуждали сложности, с которыми столкнулись, и возможные форматы продолжения проекта, значимость и ценность которого очевидна. Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ. Ежегодная благотворительная акция «Урок добра», приуроченная ко Всемирному дню доброты, прошла 13 ноября во всех школах Абхазии. Так, акция «Урок добра» прошла в понедельник в Гудаутской средней школе номер 4. Что такое инклюзивная среда, почему без нее приходится тяжело людям с ограниченными возможностями здоровья и как нужно относиться к детям с ОВЗ, рассказала ученикам автор проекта «Искусство без границ» фонда Ашана Анна Савилова. Печальная весть. Накануне на 102-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, кавалер 2 орденов Красной Звезды и медали за отвагу Валентина Шульгина. В начале Великой Отечественной войны Валентине Ефимовне Шульгиной был 21 год. Она работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу. Валентина Ефимовна прошла всю войну. Победу встретила в Берлине. На Рейхстаге оставила надпись. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, Валентина Шульгина награждена медалью за отвагу. Она также награждена орденом Красной Звезды
за Курско-Орловскую битву. После Берлина Валентина Шульгина служила в Японии, где и познакомилась с будущим мужем-подводником. В 1956 году они переехали жить в Абхазию. В нашем архиве сохранилось немало материалов с Валентиной Ефимовной. Она всегда с удовольствием общалась с журналистами. Немец уже занял Ростов и рвался к Сталинграду. Нашу дивизию направили на Сталинград. Привезли нас, погрузили нас в теплушки и повезли до станции Котлубань. А тогда же пушки все возили лошадьми, а мы все шли пешком. И вот 240 километров мы шли пешком до Сталинграда. Там есть такая станция Татарская на правом берегу этого Волги. Мы туда пришли. И в этот день, 24 сентября, Сталинград был немцам занят. Шли ожесточенные бои, и нас сразу же сходу бросили в бой. И 296 дней мы были в аду. В феврале месяца немцу объявили ультиматум. Пришли «Катюши». Как пришли «Катюши», мы сразу ожили. А то был пулемет и винтовка со штыком, больше никакого оружия не было. Ничего. Ну, погибла там вся дивизия наша погибла. Вся дивизия погибла. От дивизии нас осталось только 248 человек. Нас, значит, 2 числа объявили ультиматум, предъявили этому самому германскому правительству. Они не согласились. Потом через месяц 2 раз им предъявили ультиматум. Тогда они только сдались. Три флага Южной Осетии, Абхазии и Российской Федерации водружены в высокогорной местности в пригороде Цхинвала. Флаг Южной Осетии водрузил председатель партии ИРАН Георгий Кабисов. Флаг Российской Федерации – заместитель председателя организации «Доброволец» Дмитрий Кузницын. Флаг Республики Абхазия водрузил руководитель Единого штаба помощи Донбассу, председатель организации «Доброволец» Вадим Мироненко. Это место символично тем, что для блокированного Цхинвала это была дорога жизни, Зарская дорога. По ней в самые сложные блокадные времена народ Осетии завозил продовольствие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Единого штаба помощи Донбассу в Абхазии. Абхазия входит в десятку крупных поставщиков вин в Россию. Импорт вина в Россию с января по октябрь 2023 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление начальника ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максима Чмора на Российском винодельческом форуме. Новости культуры. 16 ноября гендиректор Русдрамы Ираклий Хиндба выступит на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в дискуссии с участием министра культуры России, представителями элиты российской культуры и спикерами из других стран мира. О спорте. Команда Абхазии стала бронзовым призером соревнований по баскетболу 3х3 среди девочек в рамках 10-го международного фестиваля школьного спорта среди государств, участников Содружества независимых государств, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Республику Абхазия на фестивале представляли команда юношей и девочек по баскетболу 3х3 и команда девочек по волейболу. Команду девочек тренирует Николай Гущин, команду мальчиков Дмитрий Джинджоли, команду по волейболу тренирует Рузанна Николина. Батал Чежи уступил в боксерском поединке спортсмену из Узбекистана Адилжону Аслонову решением судей по итогам 8 раундов. Бой прошел на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге в рамках турнира по боксу от RCC Boxing Promotions. Абхазские боксеры завоевали 6 медалей различного достоинства на турнире Кубок дружбы в Ростове. Ливарса Аджинджал занял 1 место. Даниэль Багарян и Кемал Возба заняли 2 места. Бронзовыми призерами турнира стали Рафаэль Кисян, Эдгар Депелян и Гарик Шебелян. 5-й международный турнир по боксу Кубок дружбы проходил с 7 по 11 ноября. В завершение выпуска прогноз погоды.
Во вторник, 14 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды, временами дождь, возможно гроза. Атмосферное давление нестабильно, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 9-14, днем 14-19. Температура морской воды 18 градусов. Относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.